Итак, мы переносимся из Караганды в нашу уютную студию. То, что было в первые 45 минут матча, практически ничего не компенсировали. Тут можно говорить в полной мере. Женис против Кайрата. Нам поможет сейчас разобраться Сергей Гридин. Ну, наверное, нет необходимости представлять. Экс-нападающий сборной Казахстана. Наверное, наше поколение, кто чуть-чуть постарше, его прекрасно знает, кто чуть помладше. Ну, должны знать, наверное. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Рады вас здесь видеть. Спасибо. Первый тайм. Женис Кайрат. Если отталкиваться от статистики, 0-0 по голевым моментам. Да, Это как? Это так получается или же так задумано, как вы думаете? ну, не знаю насчет, как задумано. Скорее всего, получается так, как мы видим. Игра идет на встречных курсах, много борьбы, много, как так сказать, суеты, наверное, на поле где-то. Команды присматриваются. Я думаю, второй тайм уже где-то будет поинтереснее. Все равно первый тайм, так скажем, где-то имели полумоменты, за исключением вот, когда нападающий Кайрату перекидывал вратаря, но немножко не хватило. А так... Так очень вязкая, Что-то, да, закрытая, да, плотная много игра. борьбы, много, как сказать, таких единоборств, где нарушения происходят, поэтому что-то сложно сказать. Я думаю, сейчас команды все равно в раздевалке, тренер где-то подскажет, где-то игроки сами уже пощупали этот матч. Думаю, где-то сделают перестановки. Да, вот как раз-таки вопрос такой. Если бы вы были сейчас, начнем, ладно, с хозяев поля, тренером футбольного клуба «Женис», вы, Ливан Каргалидзе, вы заходите в раздевалку. Что бы вы сказали ребятам? Ну, можно без грузинского акцента, конечно. Не, ну, конечно, это так, понахальничаем, если в разговоре. Ну, а что сказать? Женис достаточно сбалансированная команда, хорошо обороняется, где-то у них есть неплохие контратаки, скажем так, даже вот сейчас в концовке, где пытались ударить в ближний угол, ну, не попал в ворота игрок, а так где-то они, как сказать, на своей волне идут туда, куда их направляет тренер. Я думаю, сейчас... Ну, опять же, мое мнение, я думаю, второй тайм где-то будет посодержательнее уже. Ну, Вот то есть этот больших матч. претензий, думаете, здесь Ну не да, будет какие высказано? претензии? Пацаны бьются, пацаны хорошо двигаются, таких каких-то ляп не допускают, за которые можно было бы что-то сказать, я думаю. А тот эпизод, когда Жоао Паула снесли, когда он двигался в сторону от штрафной. Ну, мы посмотрели в динамике, да, кажется, что вот такой жесткий эпизод на самом деле, когда в повторе показывают. Так, ничего, он просто прокидывал, тот где-то его на бедро насадил, даже не было желтой карточки. Так, ничего особенного, ну, не знаю, на мой взгляд, опять же, я не увидел. Окей, переносится в противоположную раздевалку. Во-первых, вы наверняка играли с Уразбахтиным на поле. Да. Можете описать его, какой это был соперник, именно как он любил? Потому что, ну, понятно, что если мы рассуждаем о тренере, то есть самый такой яркий пример Хаби Алонсо, вдумчивый игрок с характером, волевой, такой же у него Ну, Байер Рафаэль, получился. он достаточно техничный игрок, очень интересный игрок. Он достаточно знаменитая личность для нашей страны, для нашего футбола. И он играл, ну, действительно хорошо. Он, я повторюсь, очень умный, интеллект у него футбольный, тем более это вот, я говорю, старая школа, то поколение, ребята могли индивидуально, ну, отличаться, выделяться на поле, поэтому, ну, не знаю, как. Одним словом, красавица он как футболист. Ну, так человек-то, который еще и, скажем так, в сборной очень много чего успел сделать и в чемпионате России, в Ростове-на-Дону поиграть, и во многих командах. Ну, вот если бы сейчас вы были Уразбахтиным, что бы вы постарались улучшить, донастроить, добавить в игре Кайрата? Скорость, не знаю, там, больше играть через фланги, чтобы вы... Ну, понятно, что тренер он по-своему игру смотрит, он гораздо больше видит и понимает, но... Ну, не знаю, Кайрат сама по себе команда, она такая достаточно мобильная. Мы даже вот сейчас видим, они стараются, они идут, ну, ведут игру, так сказать, первым номером, если можно сказать, по этому содержанию. Не знаю, просто где-то немножко острее, где-то расторопнее в моментах, и я думаю, тоже они близки, ну,
опять же, ничья, она и подразумевает, что каждый может решить этот матч. Один мяч может решить весь матч. Поэтому, тем более команды, как мы вот ранее вы сказали, немножко такая вязкая игра. Здесь может игра быть до гола. Кто забьет, тот выиграет. Не знаю, опять же, Кайрат, ну, мое мнение, наверное, фаворитом является в этой встрече. Им, наверное, как говорят, им больше нужно, поэтому не знаю, что скажет им тренер, наверное, скажет выигрывать матч любыми путями. Давайте, ребята. Нет, ну такая встряска была, конечно. Насколько это вообще как клуб... Ну, есть такое, конечно, скажем так, общее клише, что когда тренер меняется, команда встряхивается. Какие-то начинаются более, скажем так, активные движения внутри команды. И это иногда идет на пользу, иногда не идет на пользу. В данном случае у Кайрата, как думаете, будет какой-то... Что-то сильно поменяется в игре Кайрата, или же нет, есть какой-то вектор, который команда будет дальше придерживаться. В данном случае с появлением Уразбахтина в руле. Ну, опять же, отталкиваясь от того, как Уразбахтин был игрок. Он будет что-то менять на месте или же будет более поэтапно готовить? Ну, мое мнение, трудно, допустим, как-то кардинально изменить команду уже по ходу сезона, допустим. Но, опять же, Уразбахтин, как тренер, по-любому его сама позиция говорит о том, чтобы какие-то изменения вносить, что-то видеть, свое видение в команду добавлять. Блин, я не знаю, ну что-то кардинально нет. Но в любом случае это есть изменения, как вы сказали, то, что смена тренера, я думаю, это игроки понимают, и, как бы сказать, зона ответственности уже, если тренер ушел там в начале сезона, то значит что-то не так делают игроки, тренер тренером, но опять же футболисты на поле находятся, они где-то свое содержание по большей части дают. Тренер так, направление дает, ну, я считаю, матч делают игроки. Поэтому... Ну, если они профессионалы, действительно, если они понимают, что они свою работу выполняют, это нет необходимости напоминать. Ну, окей, у нас тут так получается, что 3 центральных защитника с одной стороны, 3 центральных с другой стороны, и команды уперлись. Вы помните, наверное, еще когда играли Кайрат-Женис, когда они еще в 2004-2005 такие матчи, помните? Они похожие были, если так сравнивать, или же все-таки совсем другое время, совсем другой футбол где-то был? Ну, я думаю, наверное, другое время. Наверное, ну, схожесть, конечно, если я говорю, ну, чтобы, опять же, в нашем казахстанском чемпионате что-то уж прям так кардинально не изменилось, допустим, там, я имею в виду по содержанию футбол, да, где-то, может быть, стали больше с мячом встречаться, там, где-то раньше все равно борьбы больше было. Но раньше, видите, как мы и говорили, такие, как Уразбахтин, его поколение, ребята, могли индивидуально очень хорошо решать матч, поэтому сложно сравнивать, опять же, в таком разрыве времени. Да, а тут стадион-то тот же самый, Шахтер. Вы на нем играли? Ну да, я говорю, только поле искусственным стало. Я еще играл, когда такое живое было. Есть какое-нибудь воспоминание с этим стадионом, чтобы, не знаю, событие какое-то или гол какой-то запомнился? Не, ну это был чемпионский год, допустим. Опять же, болельщики очень хорошо поддерживали Шахтер в те годы. Действительно, стадион забивался битком, мы где-то играли отборочные матчи. Всегда такая была поддержка сумасшедшая. Ну и сам город Караганда достаточно такой гостеприимный, теплый, могу сказать, футбольный город. И опять же, я становился чемпионом. Это хорошие воспоминания, самые такие яркие. Ну, видим, кстати, вроде бы астанинская команда, алматинская, но при этом болельщики все равно есть. Пришли посмотреть футбол. Да, видите, да, все равно. Хотя, наверное, у Шахтера тоже хватает проблемы. И тут на 2 клуба приходится ходить, поддерживать. Да, к сожалению, есть проблемы в нашем чемпионате у команд. Окей, какой будет второй тайм, как вы думаете? Все будут раскрываться, бежать, или же, наоборот, будет все достаточно закрыто, консервативно, Кайрат будет больше мячом владеть, больше атаковать? И что может поменяться во втором тайме? Не знаю, если предположить, опять же, все равно сейчас команды где-то подустанут.
Я думаю, сейчас первые 15 минут они еще на встречных курсах где-то давление показывают друг на друга, а там дальше уже, как сказать, цена ошибки уже рано или поздно все равно ты начнешь ошибаться, и могут эти ошибки быть фатальные, как для одной команды, так и для другой. Не показалось, что в концовке первого тайма у Кайрата уже разрывы пошли небольшие? То есть в тот момент, когда забегал Ром, пробивал, там уже между линиями пошли, между защитной и полузащитной линией было пространство все равно. Ну, Кайрат, видимо, то, что ведет игру, идет, как бы сказать, первым номером, бегут более активно, ну и, соответственно, и контры получают такие острые, да. Сейчас было пару таких моментов, где же не смог бы выжать. Поэтому это очень опасно. Контратаки всегда не опасны. Артем, контратак женится опасных во втором тайме? Да. Наверное, так и будет. Ну и, соответственно, очень любят комментаторы такие вопросы. Ведущие, ваш прогноз какой будет счет, как думаете, кто в конце концов дожмет до Дай? Потому что пока что очень вязкая, ровная, плотная. Хотя, если смотреть удары по воротам, там, что вроде 7-1 в пользу Кайрата. Удары в створ 4-0. Ну, ваш прогноз. Тем не менее, вопреки статистике, что вы, может быть, скажете? Не знаю, сложно сказать, очень сложно сказать. Но я, наверное, как алматинец, буду надеяться, что Кайрат эту встречу завершит. Ну, с счетом, много голов не будет, я думаю, 1-2 максимум, ну, по такой игре. Но, опять же, это футбол, тут предсказать что-то сложно. Посмотрим второй тайм и увидим. Ну да, наверное, тем и прекрасен у нас футбол, что никогда нельзя предсказать, что там будет, как там оно все будет. Ну, по крайней мере, по желтым карточкам все говорит о том, что на самом деле матч плотный, вязкий. 2 желтые у Кайрата, 2 желтые у Жениса, так что что-то тоже намечается очень плотное, вязкое и достаточно искрометное. Так, у нас уже все готово. Футболисты уже разминаются, готовятся ко второму тайму. Посмотрим. Что там нам они приготовили. Может быть, действительно, искры полетят во все стороны. Посмотрим.